Звенящий меч барда. Ты что это, Анастасия? Фразу как-то странно строила, когда о празднике говорила, и слова произносила так, что прямо буква каждая в отдельности звучала. Старалась я картину праздника в деталях, в образах подробных воспроизвести. Ну, а слова при чем? Какое в них значение? За каждым словом множество событий, радостных картин воспроизвела. И все они теперь в реальность воплотятся. Ведь мысль и слово – главный инструмент великого Творца. И этот инструмент из всех, кто воплоти, лишь человеку дан. Так почему тогда не все, что люди говорят, сбывается? Когда с душой и словом разрывают нить, когда пуста душа и образ вялый, тогда слова пусты, как хаотичный звук, и ничего собой не предрекают. Фантастика какая-то, и надо же, всему ты, как ребеночек наивный, веришь. Какая же фантастика, Владимир! Ведь массу же примеров можно привести из жизни вашей и твоей конкретно, какую силу слово возымеет, если за ним сформировать присущий образ. Так приведи понятный мне пример. Пример, пожалуйста. На сцене человек стоит перед залом и говорит слова. Актер, к примеру, одни и те же будет говорить слова. Их люди слышали не раз, но только одного с дыханием затаенным будут слушать люди, другого не воспринимать. Слова одни и те же, но разница огромная. Как ты считаешь, почему такое происходит? Так тоже актеры, их учат долго в институте. Одни отличники, другие так себе. Потом они на репетициях заучивают тексты, чтоб с выражением их говорить. Их учат в институтах, как в образ вжиться, что стоит за словом. Потом на репетициях они стараются его воспроизвести. И если актеру удается сформировать за 10% произносимых слов невидимые образы, то зал с вниманием будет его слушать. А если половину говоримых слов кому-то образ удается вставить, то гениальным вы того актера назовете, ибо его душа с душами сидящих в зале напрямую говорит, и будут плакать или смеяться люди, почувствовав душою все то, что хотел передать им актер. Вот что такое инструмент великого Творца. А ты, когда что-либо говоришь, во сколько слов способна образа вложить? В 10% или в 50%? Во все. Прадедушка так научил меня. Во все? Ну надо же, во все слова. Прадедушка сказал, что можно образ вкладывать и во все буквы. И я научилась за буквой каждой строить образ. Зачем за буквой? Буква смысла не имеет. Имеет буква смысл. За каждой буквой на санскрите фразы, слова. В них тоже буквы. Дальше много слов. Так бесконечность скрыта в каждой букве. Ну надо же, а мы вот просто так лопочем все слова.
Да, часто просто так говорятся и те слова, которые прошли тысячелетия, прошли, пронизывая время и пространство, и образы забытые, стоящие за ними и по сей день стремятся к душам нашим достучаться и охраняют души наши и сражаются за них. И что же это за слова такие? Хотя бы одно из них известно мне? Известно, думаю, как звук, но что стоит за ним, забыли люди. Анастасия опустила ресницы и некоторое время молчала. Потом совсем тихо, почти шепотом попросила: «Произнеси, Владимир, слово «бард». «Бард», — сказал я. Она вздрогнула, словно от боли, и сказала: «О, с каким безразличием и обыденностью ты произнес это великое слово! С забвением и пустотой ты дунул на трепещущий огонек свечи, огонек, пронесенный через века и, быть может, адресованный тебе или кому-то из живущих сегодня далекими родителями, забвение истоков, опустошение сегодняшнего дня. Чем тебе не понравилось мое произношение, и что я должен помнить, связанное с этим словом?» Анастасия молчала. Потом тихим голосом стала произносить фразы, идущие словно из вечности. Еще задолго до Рождества Христова на земле жили люди, наши прародители, которые назывались кельтами. Своих мудрых учителей они называли друидами. Перед знаниями материального и духовного миров друидов преклонялись многие народы, населявшие тогда землю. В присутствии друида воина кельтов никогда не обнажали оружие. Чтобы получить звание начальной ступени друидов, нужно было 20 лет индивидуально обучаться у великого духовного наставника, жреца-друида. Получивший посвящение назывался бард. Он имел моральное право идти в народ и петь, вселять в людей свет и истину своей песней, формируя словами образы, исцеляющие души. На кельтов напали римские легионы. Последняя битва происходила у реки. Римляне увидели, что среди воинов кельтов ходят женщины с распущенными волосами. Римские военачальники знали, когда ходят эти женщины, то для победы над кельтами нужно превзойти их по численности в 6 раз. Ни опытные римские военачальники, ни сегодняшние исследователи-историки не могут понять, почему. А все дело в этих безоружных женщинах с распущенными волосами. Римляне выставили войско в 9 раз превосходящее кельтов по численности. Прижатая к реке погибала последняя сражающаяся семья кельтов.
Они стояли полукругом. За их спинами молодая женщина кормила грудью крохотную девочку и пела. Пела молодая мать светлую, не грустную песню, чтобы не вселились в душу девочки страх и печаль, чтобы были с ней образы светлые. Когда девочка отрывалась от материнской груди, их взгляды встречались. Женщина прерывала песню и всякий раз ласково называла девочку Барда. Уже не было обороняющегося полукруга. Перед римскими легионерами на тропе, ведущей к кормящей женщине, стоял с мечом в руках окровавленный молодой бард. Он повернулся к женщине, и, встретившись взглядами, они улыбнулись друг другу. Израненный бард удерживал римлян, пока женщина, спустившись к реке, не положила крохотную девочку в лодку и не оттолкнула ее от берега. Обескровленный бард последним усилием воли бросил к ногам молодой женщины свое оружие. Она подняла меч и в течение 4 часов непрерывно сражалась на узкой тропе с легионерами, не подпуская их к реке. Легионеры уставали и сменяли друг друга на тропе. Римские военачальники в недоумении молча наблюдали, но не могли понять, почему опытные и сильные солдаты не могут даже поцарапать тело женщины. Она сражалась 4 часа. Потом сгорела. Ее легкие высохли от обезвоживания, не получив ни глотка воды. Из потрескавшихся красивых губ сочилась кровь. Медленно, опускаясь на колени и падая, она смогла еще раз послать слабую улыбку вслед уносимой течением реки лодке с маленькой будущей пивуньей Бардой и уносимому сквозь тысячелетия для сегодня живущих спасенному ею слову и образу его. Не только во плоти суть человеческая, неизмеримо большее и значимое, невидимые чувства, стремления, ощущения лишь частично отображаются в материальном, как в зеркале. Девочка Барда стала девушкой, потом женщиной и матерью. Она жила на земле и пела. Ее песни дарили только светлые эмоции людям, как луч всеисцеляющий. Помогали они разгонять пасмурность души. Многие житейские невзгоды и лишения пытались загасить источник этого лучика. Невидимые темные силы пытались пробраться к нему, но не могли преодолеть единственного препятствия, стоящих на тропе. Суть человеческая не во плоти, Владимир. Обескровленное тело Барда послало в вечность
улыбку света его души, отображая свет невидимой сути человеческой. И сгорали легкие молодой матери, держащей меч. Сочилась кровь из трещинок ее губ, подхвативших светлую улыбку барда. И сейчас, поверь мне, Владимир, пойми и услышь звон невидимого меча барда, отражающего натиск злобного и темного на тропе к душам его потомков. Пожалуйста, произнеси еще раз слово «бард». Владимир, не смогу. Пока еще не смогу сказать его с должным значением. Потом я обязательно произнесу его. Спасибо за непроизношение, Владимир. Скажи, Анастасия, ты ведь можешь сказать, кто из сегодня живущих является прямым потомком той кормящей женщины и девушки, пивуньи Барды, сражающегося на тропе воина Барда? Кто мог забыть такое, чей это род? Подумай, Владимир, почему возник в тебе такой вопрос? Хочу взглянуть на него или на них, не помнящих такое, не помнящих своего родства, не чувствующих. Может быть, ты хочешь удостовериться, что это не ты, не помнящий? Причем здесь? Я понял, Анастасия, не отвечай. Пусть каждый подумает. Хорошо, ответила она и замолчала, глядя на меня. И я молчал некоторое время под впечатлением нарисованной Анастасией картины, потом спросил у нее: почему именно это слово для примера ты привела? Чтоб показать тебе, как образы, стоящие за ним в реальном мире, вскоре воплотятся. Тысячи струн гитарных трепещут сейчас под пальцами сегодняшних бардов России. Еще, когда я помечтала обо всем там, в тайге, они первыми почувствовали их души. Сначала только в одной загорелся трепещущий огонек, и вздрогнула тоненькая струна гитары. Потом подхватили, откликнулись души других. Скоро их песни услышат многие люди. Они, барды, помогут увидеть новую зарю, зарю просветления душ людских. Ты услышишь их песни, новые песни, рассветные. Здорово! Рахман Бекзур, благодарю вас за чтение благостных снов. Во благо вам радостных, благостных, счастливых, творческих сновидений, родной. Да, чудесных снов. И завтра у нас утро, радостный и счастливый денечек. Да будет так, да есть так. Чтобы получить звание начальной ступени друидов, чтобы получить звание начальной ступени, чтобы получить звание начальной ступени, чтобы получить звание начальной ступени, благодарю, сын мой, за исправление моих ошибок в чтении
и во всем в жизни, и детей моих. Всех благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Солнышко ты мое. Для сегодняшнего утреннего напитка мы взяли из этой пихты дерева одну веточку. Вот она. Благодарю, пихточка, за то, что растешь для нас. Взяли острый перец вот отсюда. Вот он. Взяли шпинатики. Вот отсюда они растут. Взяли огурчик. Вот растут красавцы. Вот огурчик. Взяли лимонграсс. Трава такая. Вот она лежит. Взяли морковную ботву. Вот она, говорят, очень полезна. Вот она, все помытая уже. И свеклу малюсенькую. Что там? Реже были наши свеклочки. Вот. Сейчас сделаем зеленый напиток. И пыри взяли вот отсюда. Итак, для сегодняшнего напитка взяли пыри, свекольную ботву вместе с маленькой свеколькой, шпинат, пихту, веточку маленькую, пару гвоздик, финики для сладости захотела сегодня, перец острый, не совсем острый еще, и огурчик. Все свое, все родное, все для нас. Благодарю, благодарю матушку землю. Сейчас сделаем напиток зеленый. Напиток готов. Вкусный, полезный, волшебный напиток. Прекрасный. Готов. Приятного жизнеобеспечения нашего, моего тела и души. Благодарю.